В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Якутии в иностранной и национальной валюте на долгосрочном уровне со стабильным прогнозом. Это отражает наличие у республики низкой долговой нагрузки, стабильный приток межбюджетных трансфертов и хорошую, хотя и концентрированную налоговую базу, которая обуславливает подверженность налоговых доходов республики волатильности. Аналитики Fitch Ratings отмечают, что Якутия имеет устойчивую базу доходов с хорошими перспективами роста, что подкрепляется хорошими показателями горнодобывающего сектора и значительными инвестициями в регионе. Согласно оценке, валовой региональный продукт республики демонстрировал положительную динамику и исторически опережал среднестрановые показатели. Налоговая база является сильной и обеспечивает около половины всех доходов региона. Неналоговые доходы составляют более 10% доходов. Товарооборот дальневосточных регионов с Китаем вырос на 20% с начала года. В 2018 году рост товарооборота достиг 26% и составил свыше 9 миллиардов долларов США. В первом квартале 2019 года рост составил уже 21%. Доля инвестиций из Китая составляет 63% от общего количества иностранных проектов на Дальнем Востоке. Компания «Железные дороги Якутии» по итогам открытого запроса предложений заключит договор с Всероссийским банком развития регионов о предоставлении кредитной линии на сумму 500 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок. Договор будет заключен как с единственным участником, подавшим заявку на участие в торгах. Предполагается, что Всероссийский банк развития регионов предоставит железным дорогам Якутии кредитную линию по ставке 9,34% годовых. Кредит предоставляется на срок до 25 июня 2021 года с правом досрочного погашения. Компания «Алроса» проведет реструктуризацию представительства в Якутске, чтобы исключить дублирование функций и излишний оборот документов. Планируется, что вместо действующего сейчас представительства в Якутске будет создан отдел по работе с органами власти. Это позволит оптимизировать внутренние процедуры внутри компании и повысит эффективность работы. Представительство «Алроса» в Якутске было создано в 1993 году для представления и защиты интересов компании в органах государственной власти, организациях и учреждениях. На сегодняшний день существование отдельного представительства в столице республики потеряло практическое значение, так как организационная структура «Алроса» выстроена по принципу разделения по профильным функциональным направлениям. Строительство арктического центра эпоса и искусств и Государственной филармонии начнется в Якутии. Общий объем финансирования региональных проектов по направлению культура до 2024 года составит более 15 миллиардов рублей. Отмечается, что посещаемость учреждений культуры предстоит повысить до 7 миллионов 511 тысяч человек в 2024 году. В 2017 году этот показатель составлял 6 миллионов 523 тысячи человек. Для продления срока службы дорожного покрытия на 3 участках федеральной автодороги Вилюй начались работы по поверхностной обработке асфальтобетонного покрытия. Всего в текущем дорожно-строительном сезоне планируется завершить 37 километров поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий литыми эмульсионно-минеральными смесями. Литые эмульсионно-минеральные смеси заполняют трещины и пустоты в асфальтобетонном покрытии, образовавшиеся за период эксплуатации. Это позволит обеспечить герметичность покрытия, восстановить эксплуатационные характеристики дорожного покрытия и в целом продлить срок службы автомобильной дороги. В Вилюйском районе каждое поселение получит по 1 миллиону рублей в рамках года поддержки местных инициатив. Средства будут предоставляться на реализацию проектов, направленных на решение вопросов местного значения, на благоустройство территории муниципального образования и на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, а также на организацию и проведение юбилейных значимых торжественных событий. Отмечается, что для получения средств проект должен быть предложен населением. Вклад жителей в реализацию должен выражаться в неденежной форме, то есть это могут быть субботники, акции, массовые трудовые выходы. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.